Вы слушаете аудиоподкаст «Дерс», посвященный истории народов Крыма. В этом эпизоде курса лекций кандидата философских наук Надира Бекирова вы познакомитесь с Крымом в период распада Монгольской империи, узнаете о религиозном разнообразии на полуострове, а также о тюрках-христианах и роли ислама и шариата в Золотой Орде. Здесь не место рассматривать историю Монгольской империи или Золотой Орды. Отметим только, что многие путают эти два явления. После смерти Чингисхана Монгольская империя распалась на несколько улусов огромного размера, каждый из которых был отдан основателем, то есть Чингисханом, во владение одному из своих сыновей. Что интересно, Джучи никогда даже не был в своем улусе. Вот физически не был на этой территории. Реально его возглавил и основал столицу на Волге Сарай-Бату, сын Джучи. Бату или Баты. В разных тюркских языках по-разному произносится. Кстати, не знаю, очень интересное совпадение. Дело в том, что Бату, Баты или слова, имеющие этот корень, допустим, в диалекте, на котором я говорю, на крымско-татарском, кунбатыш – это запад. По-турецки Баты – это запад. И обратите внимание, что он стал правителем именно западного улуса. Случайно ли это имя, или это чисто такое вот историческое совпадение, до сих пор не совсем ясно. Кроме него существовал улус Хулагу, нынешняя Центральная Азия, и примыкающие территории вплоть до Ближнего Востока. Улус Удаге – это преимущественно Северный Китай, о чем как раз упоминал Монтескьё, и нынешняя Монголия. Монгольская администрация сразу же стала использовать опыт китайских и других, как бы сейчас сказали, экспертов в постановке задачи организации государственной жизни. Это касалось установления системы налогов, транспортного сообщения, обеспечения общественной безопасности, строительства городов, развития ремесла и торговли. Несмотря на противоречия и периодические войны между наследниками Чингисхана, до поры до времени их внутренняя политика отличалась неплохим планированием и конструктивизмом, можно сказать. Как это коснулось Крыма? Практически весь шелковый путь, даже Великий шелковый путь, теперь проходил по территории империи, обратите внимание, от Китая до Дуная. Его сухопутная часть, как и прежде, заканчивалась в Крыму, а порты Крыма становились основным перевалочным пунктом. И Великий Каган, глава империи, и ханы улусов были крайне заинтересованы в безопасности и активности этого пути, обустройстве дорог, караван-сараев, создании поселений, в которых караваны могут отдохнуть, пополнить припасы, купить вьючный скот, нанять работников, отремонтировать, приобрести необходимое оснащение. Это окупается участием в торговле и многочисленными пошлинами. Как и в других местах империи, в Крыму строятся города уже не только на морском побережье, но и на пути пересечения караванных путей. Так появляется Карасу-базар, базар на реке Карасу, название говорит само за себя, где пересекаются сухопутные пути с севера и с востока. И Крым, нынешний Старый Крым. Интересной особенностью ордынских городов являлось отсутствие на первых порах оборонительных стен. Был принцип: если государство сильно, оно может защитить города и без стен. Если слабо, стены не помогут. Кстати говоря, впоследствии вполне доказаны на практике самой Золотой Орды и государств-преемников. Ремесло начинает активно развиваться, поскольку обеспечивает уже не только нужды самого полуострова, но и международной торговли. Растет спрос на продовольствие, что поощряет развитие земледелия, дающее больше продукта, к тому же годного для хранения и перевозки, по сравнению с мясом и рыбой. Крым получает товары практически из всей Азии и Европы. Нехватка ресурсов, особенно металлов и тканей, компенсируется импортом. В Крым приезжает и остается достаточно большое количество иностранцев. Происходит активный обмен опытом и технологиями. Ввозятся новые сорта растений, материалы, образцы художественного творчества. Внутри самого Крыма, несмотря на все неурядицы и время от времени вспыхивающие внутри феодальной знати конфликты,
складывается по необходимости традиция добрососедства и сотрудничества между разными народами, конфессиональными и этническими группами. На территории войны введение выгодной всем торговли и производства невозможно. Поэтому все заинтересованы в мире и в согласии. Религиозная терпимость вообще является политикой Монгольской империи и последующих татарских ханств. Именно в рамках Золотой Орды русская православная церковь получает иммунитеты и преимущества, которые позволили ей не только сохранить, но и приумножить свои богатства и влияние. И речь идет не только о русской, так в классическом смысле Россия, но и о русской православной церкви, которая на тех территориях, нынешних украинских, которые попали под власть Золотой Орды. Православие и христианство вообще не исключение. При сохранении политической лояльности и уплате налогов никто не подвергается притеснениям по религиозному или этническому признаку. Даже введение ислама в качестве государственной религии касается в первую очередь и влияет на золотоордынскую знать и татар, носителей воинской обязанности. Другие общины отделываются выплатой специального налога на немусульман джизи, зато не несут воинской повинности. Кстати, вот вокруг этой темы полным-полно более поздних политических спекуляций. С одной стороны, дескать, ни татар, ни мусульман не берут в армию, боятся восстания, там боятся сопротивления. С другой стороны, гады мусульмане, значит, берут там с не мусульманского населения налог, с ума сойти джизью. А теперь просто, без особых исторических изысков, приложим это к современной ситуации. Как вы полагаете, мало ли бы нашлось людей, которые бы согласились платить какой-то налог, при условии, что их никогда в жизни не призовут в армию? Сами ответьте на этот вопрос и подумайте. Не говоря о том, что христианские формирования или формирования военные в армии Золотой Орды существовали, например, найманы, это практически был полностью христианский народ, именно на первом этапе монгольских завоеваний. А позже мы тоже поговорим. Готская пехота была, допустим, крымского хана и так далее. Это продолжается несколько веков и становится основой крымской многонациональности, многоконфессиональности и поликультурности. В то же время условия отсутствия постоянной враждебности между разными общинами и этносами Крыма создает условия для постепенного появления новых, собственно, крымских народов с новыми культурами, обладающими некоторыми общими чертами. В период, когда Крым только вошел в состав империи Чингисхана, большинство населения в нем, как мы уже рассуждали, скорее всего, составляли христиане. Плюс к ним там какая-то часть поганых, так называемых, то есть язычников и тангрианцев, тангрылык. Нередко это используется для того, чтобы настаивать, что крымские татары появляются в Крыму только и именно с этого момента. Логика рассуждения такова. Крымские татары – мусульмане. Значит, в Крыму до них жили какие-то другие народы, христианские. При этом захват киевскими князьями небольшой территории на части Керченского полуострова и Тамани на срок менее 100 лет является предлогом для утверждения, что русские живут в Крыму с X века. При этом как бы невзначай упускается из виду, что восточнославянские народы стали христианами на несколько столетий, X век, позже, чем некоторые тюрки христианами. Балканские булгары, часть хазар, кириты и найманы несторианской версии, часть печенегов, обосновавшиеся в Крыму, а другая стала мусульманами, такие как волжские булгары, часть гузов и хазар. Среди христианского населения Крыма, Северного Кавказа и причерноморских степей славян практически не было. Они были населены христианами, но потомками эллинов, тавроскифов, готами, аланами, хазарами, печенегами, половцами, армянами, косогами, асами. Кстати говоря, ас, послушайте, если по-тюркски ас-ар, ничего не напоминает. Потому что ас-ар – это, с особенностью произношения то же самое, что хазар. И в Крыму тоже есть старые топонимические названия. Бюйүк-Ас, например, сейчас даже фирма такая. Это село, уже исчезнувшее недалеко от Перекопа,
выходцем из которого, в частности, является выдающийся наш поэт Шакир Селим. Миотами даже в рамках Тимур-Тараканского княжества. То есть большинством населения Тимур-Тараканском княжестве были вот эти народы христиане. Отнюдь не славяне, да их и не могло быть много в Тимур-Таракане, потому что по морю прибыть в Тимур-Таракане это далеко не всякий решится. Да и сколько людей могло переехать по морю в течение 100 лет, поселиться на новом неизвестном месте и чего ради. Они приняли крещение так же, как и киевские князья в Византии, но на несколько веков раньше. Не в X веке, как русы и славяне в Киевской Руси, а начиная со 2-5 веков нашей эры. Поэтому русские князья, которые сами еще тогда не были славянами, в общем-то, был переход в это время, транзит от варягов, скандинавов, русов, к их ославяниванию, так же, как монголы, их верхушка, позже отюречивалась, отатаривалась в Золотой Орде и вообще на тюркских территориях, точно так же шел переход от изначальной скандинавскости, так сказать, Рюриковичей через своих детей, внуков, жен, окружения, к тому, что они превратились в славян. То есть русские стали как бы славянами на протяжении 9, 10, 11 веков. В X веке они еще далеко не были славянами даже сами. Что среди войск тех, кого называли выдуманным именем позже монголо-татарами или татаро-монголами, значительную массу вторгшихся как в Киевскую Русь, так и далее в Европу христиане-несториане составляли значительную часть, если не большинство. Если уж рассматривать эти завоевания в религиозном аспекте, то это часто были христиано-христианские войны. Исключением было, но оно было такое: завоевание христианами и тенгрианцами Чингисхана мусульманского Хорезма, мусульманской Волжской Булгарии и позже поход на Ближний Восток, разгром халифата в Багдаде, взятие Багдада, который в арабской истории иногда называется «желтым крестовым походом». Это не был скоординированный поход с крестоносцами из Западной Европы, это была совершенно самостоятельная история. Но, тем не менее, современники, арабы, мусульмане, которые защищали Багдад, они видели, что, как ни странно, татары, которые пришли с Востока и пытаются его взять, и взяли, они являются христианами, представьте к себе. Отчасти, я же говорю, то, что в классическом исламе считается язычеством, тенгрианцами, и, возможно, там и были и язычники в том числе. Потому что и та армия тоже была смешанная и по составу, и по религии. Кстати говоря, это в известной степени объясняет, почему в некоторых случаях при захвате Киева или других русских княжеств, столиц, городов, так плохо обращались с местными храмами православными. А потому что местное православие Киевской Руси и Северо-Восточной Руси, оно было православием, производным от господствующей византийской версии православия того времени. А христиане, пришедшие с войсками Чингисхана, были несторианами. Нестор одно время даже был, несколько веков до этого, даже был патриархом константинопольским. Но потом на одном из религиозных соборов он потерпел поражение, несторианство было объявлено ересью, их стали преследовать и даже физически уничтожать, именно в Румейской империи, то, что чаще называют Византией неправильно. Так вот, несториане, румейцы, там тоже смешанное население, они бежали на восток через Сирию, Ирак, дальше добрались до Китая, там свободно проповедовали, и целые народы или огромные группы людей обращали в христианство, но несторианского толка. Поэтому, когда они на территории Киевской Руси дошли до церквей, храмов господствующего православия, того самого, которое в свое время объявило Нестора еретиком и стало преследовать вплоть до убийств, как водится, его сторонников, то это была, если хотите, подобие войны в Западной Европе религиозной, когда там одни других преследовали в качестве еретиков, те им отвечали и так далее, как католическо-протестантские войны. Не христианам
что Сабадаевским, что Батыевским, в общем-то, неприятие христианства не было присуще, и что как раз очень хорошо показывает, что сначала вроде бы там разоряют церковь, там и жгут, а потом на протяжении столетий православная церковь пользуется покровительством, поощрением татар, и это соответствует есе Чингисхана в том числе. Вот это как бы ожесточенное там снесение церквей, это было вот эпизод, если хотите, эксцесс вот этого первоначального завоевания, покорения, потому что несторяне, христиане, видя храмы господствующей православной церкви, которая преследовала их вероучителя, вот они отвечали этим сожжением, разрушением. Но в последующем это было все остановлено и прекратилось. Что ислам, хотя и был знаком народам Золотой Орды, и даже отдельные ханы еще до узбека, Берке, были мусульманами, но их на этом троне сменяли ханы других вероисповеданий, в том числе и христиане, поскольку для наследования престола по традиции важно было происхождение из золотого рода чингизидов, Алтын-Урук, а не их конфессиональная принадлежность. В делах религии в Монгольской империи была абсолютная веротерпимость. Провозглашение ислама государственной религии в Золотой Орде ханом Узбеком в 1313 году действительно изменило ситуацию. Но понимание государственной религии в Золотой Орде совершенно не совпадает с его нынешней трактовкой. В настоящее время государственная религия, где бы то ни было, это религия обязательная для населения, насаждаемая государством для всех и вся. Не мусульмане, скажем, если это государственная религия ислам современная где-то, они там находятся в таком несколько притесненном положении, как минимум. Но то же самое было в средневековой Европе, где, если ты не католик, а иудей, тем более мусульманин, и не приведя Аллах язычник, тогда ты просто ведьма, тебя надо сжечь, убивать, пытать. Так было и в России долгое время, когда за отказ от христианской веры сжигали. Есть конкретные исторические факты, когда людей жгли на костре за отказ от христианства. В Золотой Орде ислам – религия обязательная для государства. В прямом смысле слова. То есть государственных служащих. Представителей знати, занимающих или претендующих на занятие государственных должностей и постов. А также шариат в качестве одного из источников права. Кстати говоря, вот это принятие ислама в качестве государственной религии в Золотой Орде одновременно открыло дорогу и шариату как сборнику законов. И хотя прямого противопоставления не было, но в течение примерно 200 лет шариат постепенно стал вытеснять есу Чингисхана на практике, потому что судье-мусульманину было очень трудно не принять во внимание какие-то нормы шариата, а сослаться на Ису. Иса потихонечку стала забываться. Но нельзя сказать, что она исчезла совсем, потому что традиционные мусульманские суды наряду с шариатом использовали и так называемый адет, то есть обычай, обычное право, а сам адет в значительной степени включал в себя обычаи, пусть уже теперь, так сказать, без официальных ссылок, но есу Чингисхана. И другие обычаи, существовавшие в этом месте или у этого народа. Остальные религии действовали свободно в рамках своих общин и обладали огромной культурной, отчасти юридической автономией. Например, в Крымском ханстве все суды осуществлялись по обычаям, по законам той общины, где возникал спор. То есть, если это иудеи, то иудейской, если караимы – караимской, если христиане – христианской. Разумеется, если мусульмане, то по шариату и адету. Исключением были два случая. Когда одной из сторон в споре был мусульманин, тогда дело рассматривалось по шариату. А другой случай – это когда было уголовное преследование. То есть, когда кто бы то ни было, независимо от религии, совершал преступление, то дело рассматривалось по шариату. В период Золотой Орды распространение ислама означало также появление некоторых новых культурных феноменов. В частности, распространение мусульманского образования, а значит, активное строительство мечетей и других сооружений, связанных с мусульманской религией и ученостью. Судебная власть была частично отделена от административной. Хан по-прежнему оставался высшей судебной инстанцией,
Но первичное рассмотрение дел осуществлялось кадиями мусульманскими, судьями, знатоками мусульманского права и адетов обычаев. Вот вам к вопросу о зарождении принципа разделения властей. Ну как же, конечно. Его изобрели англичане, да. Лок, конечно. Только на 5 столетий позже, чем это было в Золотой Орде. В Крыму основывается первый в Восточной Европе, один из первых в Европе вообще университет. Он, конечно, сравнительно с западноевропейскими университетами значительно позже образован, больше, чем на 300 лет позже, но в Восточной Европе, включая нынешнюю Россию, Белоруссию, Украину, это первый университет. Это медресе Инджи Хатун в Старом Крыму. Основано оно женой правителя Крыма, тогда еще не хана, Крым – это часть улус Золотой Орды, дочерью Бея Кылбуруна Инджи. В 1322-1323 году, это 733 год хиджры по мусульманскому летоисчислению, университет работал 100 лет. И деятельность его была прекращена не в связи с каким-то указом, а в связи с землетрясением, которые бывали в Крыму, он был просто до основания разрушен. То есть это где-то 1420-е годы, но уже в 1500 году совершенно сознательно, уже по приказу крымского хана Менглигея, второго хана Крыма, был построен и основан второй университет. Это известный всем Занджаруй медресе. В связи с исламом активное распространение получила письменность, необходимая не только в религиозных, но и в судебных и торговых делах. Крым не просто стал одним из центров оседлой культуры Золотой Орды. Есть предположение и некоторые свидетельства того, что один из последних ханов, Тохтамыш, начал переносить свой политический центр из Сарая в Крым. И, в общем-то, это понятно, потому что у Тохтамыша были напряженные отношения с его соседом Тимуром на юго-востоке, что, собственно, плохо и кончилось, потому что именно Тимур разгромил Золотую Орду, разгромил Тохтамыша, разорил Золотую Орду. Напряжение чувствовалось раньше, и Тохтамыш тоже, видимо, думал о том, чтобы перенести столицу и промышленные центры практически на крайний запад, но не успел. В частности, он начал строить дворец и большую мечеть в районе нынешнего Пионерского, в Симферопольском районе. Остатки сооружений разрушены в результате многочисленных половодий в долине. Не случайно его дочь Ханыке похоронена в Джуфт-Кале. Однако его планам не суждено было состояться. Распад Золотой Орды был процесс длительный и болезненный. Начало ему было положено гражданскими войнами, которые разные ветви дома чингизидов вели между собой. Сначала за трон всей Золотой Орды, потом за свою власть в разных ее бывших частях, основывая свои собственные ханства. Решающим фактором тотального обезлюдения внутренних огромных степных пространств от Волги до Черного моря стала чума, вышедшая примерно в 1320 году из района нынешней монголо-китайской границы и достигшей к 1346 году низовьев Волги, захватившей столицу Золотой Орды Сарай. В том же году она достигла Крыма, а потом с генуэзскими кораблями, точнее корабельными крысами и насекомыми, попала в Европу. Позже европейские историки назвали ее «черной смертью». Количество жертв в Европе трудно, конечно, провести статистику той эпохи, но, тем не менее, специалисты говорят, что она оценивается в 35 миллионов человек для Западной Европы. И, опять-таки, по нынешним оценкам, это от четверти до трети населения Западной Европы. А последствия демографических потерь в той самой Западной Европе считается, что были преодолены только через 400 лет. То есть прибавьте к 1346 400, это получается 1746, 1750. Вот себе представьте, что в Западной Европе последствия этой чумы были преодолены к середине XVIII века. Но Западную-то Европу исследовали и читали, а Золотую Орду в этом смысле практически никто не исследовал как следует, тем более статистически. Но потери были не менее ужасающие. Вот вам и объяснение упадка Золотой Орды и почему огромные ее пространства оказались обезлюдевшими и потом относительно легко и просто захватывались московским государством.
Степные пространства, где жили татары-скотоводы, ускорили распространение чумы в десятки раз, а спасение сделали почти невозможным. Чума передавалась как через степных грызунов, птиц и насекомых, так и через домашних животных. Одна зараженная лошадь, кошка или верблюд могли заразить тысячи и десятки тысяч других животных. Инфекция передавалась по воздуху. Гибель от болезней не останавливала процесс. Десятки диких животных, птиц, грызунов, пробовавших падаль, в течение считанных дней переносили инфекцию на десятки и сотни километров. Европейцы позже пытались отгородиться от чумы, создавая первые карантинные зоны. Карантина по-итальянски 40. Места, где подозреваемые в заболевании должны были находиться не менее 40 дней, прежде чем их допускали в населенные пункты. В степи, обратите внимание, с городами без стен и отсутствием внутренних границ это было невозможно. Именно поэтому Золотую Орду чума выкосила в течение 1 года. Степной Крым по названным причинам пострадал многократно больше, чем горно-лесной. В горах была возможность на некоторое время прекратить или свести к минимуму внешние контакты, живя в изолированных и не очень больших поселениях. По некоторым оценкам, в Крыму в 1346 году погибло 85 тысяч человек. Но надо иметь в виду, что, во-первых, говорят только о полуострове, что Золотая Орда, тогда Крымского ханства не было, но вся будущая территория Крымского ханства, там жило отнюдь не 85 тысяч. Но при этом, учитывая обстоятельства и то, что автор сам не был свидетелем событий, представляется, что это очень заниженная цифра. Точка невозврата в Золотой Орде была пройдена в ходе вторжения войск центральноазиатского правителя. Он сам был не из чингизидов, Тимура или Тимурленко, или Аксак Тимура в 1395 году. То есть практически ровно через 50 лет после чумы. И тут интересное совпадение, потому что за 50 лет только-только стали оправляться те, кто выжил от этой болезни, только стало увеличиваться население армии, и тут же она попала в тяжелейшую войну с Тимуром. Он сначала поддерживал Тохтамыша, потом в ходе многолетней войны полностью разгромил его 15 апреля в битве на реке Терек на Северном Кавказе. Он уничтожил все поволжские города, являвшиеся административным и экономическим центром государства. Увел свою империю с центром в Самарканде практически все ремесленное земледельческое население этого региона и полностью оборвал северную ветку Великого Шелкового пути, которая проходила по западным степям европейским, доходила до Крыма. И это, кстати говоря, было одной из предпосылок вообще начала этой войны и стратегических планов Тимура. Он сам пытался поставить Великий Шелковый путь полностью под свой контроль. Войска Тимура прошлись и по Крыму, разоряя и грабя, что попадалось им на пути. В конечном счете он дошел до Ельца, это окраина русских княжеств, после чего 26 августа 1395 года неожиданно для многих повернул обратно, продолжая погром золотоордынских поселений. У историков до сих пор нет такого, у российских историков, внятного объяснения, почему он не стал завоевывать Россию, а потому что она ему была неинтересна. Потому что его конкурентом, соперником и государством, пользовавшимся Великим Шелковым путем, была Золотая Орда. Он ее разгромил. У Тимура, в общем-то, была комбинация, так сказать, хозяйственных укладов. Это и все-таки скотоводы, но уже и древние земледельческие очаги в Средней Азии, это и Узбекистан нынешний, Таджикистан, и все вокруг них. И это ремесло и торговля. Заселять он даже не стал заселять территорию Золотой Орды. Во-первых, все еще знали о чуме и ее последствиях. А уж тем более ему совершенно была неинтересная северо-западная улус бывшей Золотой Орды, потому что северный климат, кто там из среднеазиатского населения, и зачем? Что он там получит? Все, что хотел, он получил, включая добычу. Конечно, наверное, можно было там сделать какой-то рейд, но это, соответственно, ухудшило бы отступление. К тому же надо иметь в виду, что вот уже это был август, а учитывая, что они не на самолетах летали, были на конях, и к тому же там у него было, в отличие, опять-таки, от золотоордынцев, по тем временам серьезная сухопутная, не сухопутная, а пехота.
большие подразделения пехоты, что тогда было очень неожиданно для многих, для тюрок, да и в Западной Европе, в том числе, с огнестрельным оружием. То нужно было плюс огромная добыча, плюс то население работоспособное, которое он просто селом перегнал к себе в Центральную Азию, почему в крови нынешних узбеков не только поэтому, конечно, но все-таки в том числе и поэтому течет кровь и части золотоордынских татар восточных. Там все как раз очень логично. А дальше это уже было неинтересно. Мы не будем в деталях анализировать его поведение. Просто прожив всю жизнь в условиях среднеазиатского климата, он, как и его армия, сочли северные степи и леса местом непригодным, неинтересным для проживания или присоединения к своему государству, тем более через огромные несколько тысяч километров, пораженные чумой и все еще опасные. Сыграл свою роль и продолжавшийся в ходе этих усобиц и войн выход значительного числа татарской аристократии среднего и нижнего звена в Московию. Мурзы первоначально... само слово «мурза», оно уже свидетельствует того, что ислам стал распространяться в Золотой Орде, причем именно в среде аристократии. Потому что первоначально на арабском это Амирзаде, сын правителя, то есть бывшие беки и беи. 100, 200, 300 лет до этого они назывались беки, беи, бии. Теперь они стали называться мурзы. Они уходили из Орды не просто с чемоданом в руках. Они уходили со своим родом или племенем, подчиненными, войском, скотом и всем движимым имуществом. А также, что впоследствии сыграло важнейшую роль, что недооценено, с умением вести войну в татарском стиле, которому они постепенно обучили и московские войска. Центральные степные области Золотой Орды запустили на несколько столетий. Центральная власть, войско и администрация исчезли. Огромное количество населения или погибло, или бежало. Последствия можно оценить, проведя параллель с результатами Второй мировой войны, когда через десятилетия появляются так называемые демографические ямы, неспособность восстановить и возместить потенциальный прирост населения, погибшего в результате этого события. В абсолютных цифрах, вероятно, потери были на порядок меньше, но для той эпохи это означало катастрофу на столетия вперед. В этих условиях окраины империи оказались в лучшем положении, меньше пострадав изначально. Ни одна из них не была способна поставить под контроль все бывшее золотоордынское пространство, но им хватало сил, чтобы организовать собственное государство в своем регионе. Одним из таких государств стало Крымское ханство, которое после череды переворотов и контрпереворотов возглавила династия Гераев или Гиреев, чингизидов, одной из боковых ветвей. Одновременно часть степняков, жившая у побережья Каспийского моря, была консолидирована темником Эдиге, который смог добиться соглашения с Тимуром и сумел избежать участия в войне между ним и Тохтамышем. Эдиге, как и Тимур, не был чингизидом. Возможно, это и сыграло свою роль. Вновь сформированный улус Эдиге вошел в историю под названием мангытов, очень быстро получивших новое название еще Ногай. В следующей части цикла аудиолекций о народах Крыма вы узнаете о том, кто населял степи Золотой Орды после чумы, кто такие нагаи, почему у них никогда не было своего ханства, процесс их вхождения в состав крымских татар в период Крымского ханства. Также узнаем, что объединяло степных татар Крыма, нагаев и предгорных тавгачи.